Том Трамп, Украина, Трамп, Ближний Восток, Трамп, Европа, Трамп, Гренландия, Трамп, Панамский канал и так далее. Но я не слышал ни одного, в общем-то, рассуждения по поводу того, Трамп и тот мир, а мир будет так или иначе новым. Вообще мир каждую минуту становится новым, если так уж по-честному. Трамп и вот этот новый мир и перспективы тюркского проекта. Тут я хочу такую линию провести от того, что мы говорили, о чем мы говорили до этого. Все, что было сказано, действительно так и еще хуже. Но есть хорошая новость. Есть хорошая новость, что системный кризис в Российской Федерации неизбежен. Он не просто неизбежен, по некоторым факторам он может быть совсем не за горами. И вот тут очень важный момент, мы хорошо помним, как, сдирая кожу, обретали независимость. Вот. Те самые народы, которые были по периметру Российской империи, так получилось, по периметру Союзной Республики, должны были иметь границы с иностранным государством, поэтому по периметру. И поэтому не хотелось бы, конечно, чтобы то же самое, та же история повторялась уже с народами, которые сейчас входят в Российскую империю. А я считаю, что тюркский проект – это один из инструментов как бы безболезненного какого-то мягкого выхода вот из всей этой ситуации. Вернемся в сегодняшний день. Трамп и перспективы тюркского проекта. Хороший вопрос. Здесь есть ряд методологических аспектов, которые, я думаю, необходимо осветить, потому что они дадут нам возможность понять, что из себя представляет проект условно-трамповский и условно-демократов, так называемых глобалистов. Значит, глобальная группа, которая представлена была демократами, она прежде всего исходила из того, что необходимо мир преобразовывать, под концептуальным, как минимум, контролем Соединенных Штатов и создание огромных пространств, то есть вот снос ряда государств, создание экономических, технологических таких кластеров для того, чтобы американское присутствие там было определяющим. То есть американцы помогали создавать эти кластеры, потом приходили туда в виде компаний, в виде советников, в виде каких-то, медиа, экспертов и всего остального. Что касается трамповского понимания или тех людей, которые его окружают, оно немножко отличается. Что это значит? Скорее всего, их задача не создавать эти кластеры, это очень сложно. Это ресурсоемко, и для этого просто нужно этим заниматься бесконечно, без конца, и иметь неисчислимые бюджеты. Но, как мы видим, с бюджетами сейчас даже у Соединенных Штатов большие проблемы. Плюс ко всему, тот изоляционизм, о котором они говорят, прежде всего подразумевает, что необходимо укрепить Соединенные Штаты, а всем остальным заниматься второй, третью или в четвертую очередь. Теперь, значит, не нужно, как они считают, перестраивать капитально этот мир, потому что, какое нам дело до этого мира? Какое нам дело там, что происходит в Филиппинах? Что мы будем навязывать им демократию? Мы же пытались долгое время. Чем это все закончилось? Мы запустили собственное подворье. А если мы будем просто на них давить, говорить, вот мы сейчас примем определенные санкции экономического характера против вас, или же еще что-нибудь предпримем такого типа, в обмен на то, что вы будете четко выполнять то, что мы говорим. Никаких игр там в демократию быть не может. Вот это определенная модель. И вы должны нам оплачивать чего-то там. Мы должны вследствие или пошлину мы вам поднимем, или еще что-то, или содержание на блок НАТО. В общем, Трамп дал понять, что с каждого он будет иметь свою копейку. Это тоже в том числе бизнесовый подход. Теперь
важно понимать, что проект «Туран» – это прежде всего проект так называемого традиционалистского клуба, за фасадом которого стоят монаршие дома. Прежде всего, это Виндзоры, которые за этим проектом, как известно, охотились очень давно. То есть британцы были представлены в Центральной Азии, они понимают этот регион куда как лучше, чем американцы, чем условные нынешние республиканцы, да, которые, как бы, ну, мы видим, из чего они сотканы, в общем-то, да, кого собрал Трамп. Это явно не те люди, которые могут играть в тонкую игру. Это скорее такая бруталистская, такая нахрапистая команда, задача которой вот за 4 года попытаться, ну, как они считают, восстановить пошатнувшееся реноме Соединенных Штатов. Вряд ли они будут куда-то суваться и воевать, я думаю. Трамп здесь четко следует своей линии еще вот в первую каденцию. А вот Лондон, например, через Турцию заинтересован в создании того самого туранского проекта. А еще одна деталь, наиважнейшая в этой связи, сенсационное выступление Карла Габсбург-Лотарингского, это барон, который заявил о том, что Россию необходимо разгромить и расчленить и дать народам освобождение. То есть этот человек абсолютно не маргинал. Это не то, как в России выходят какие-то там странные персонажи, значит, абсолютно потешного скоморожского типа, и называют себя наследниками там дома Романовых. Нет, это не такие люди. Это люди, у коих есть прямая линия наследственная Габсбургом, плюс ко всему это богатейший дом. Официально считается это богатейший правящий дом. И один из древнейших. Почему вышел этот человек и буквально сделал такое сенсационное заявление? Ведь обычно они это делали посредством каких-то политиков, которые, условно говоря, им обязаны, или через каких-то экспертов, или через какие-то говорящие головы. Но здесь он вышел сам, чем фактически создал, с одной, повестку, а в другом случае он взял на себя политическую функцию лидерства. И когда было сказано о необходимости раздробления России, то в первую очередь мы должны понимать, что будет механизмом вот этого расчленения, да, что может быть. И вот здесь проект Турана, он как бы всплывает в виде этого самого колуна, да, колун, которым можно ударить по бруску или бревну и расколоть, как известно. Сложности относительно реализации проекта Туран, они существуют. Но они существуют в двух случаях. Первое – это Россия, а второе – это Китай. Значит, Россия в политическом смысле с этим не может согласиться, но у нее нет реальных рычагов этому противостоять. Она может давить на Казахстан, она пыталась давить на Азербайджан, но мы увидели, что наоборот Алиев сильно надавил на Путина. А дальше экономически у нее уже практически нет возможностей. Потому что экономически она как экосистема сама уже выстроилась в некую цельность. Да? Турция самый сильный, конечно, среди всех этих субъектов центральноазиатских, но Турция самостоятельно экономически и политически тянуть этот проект не в состоянии. Это тоже надо. Ресурсно не вытягивает. Ресурсно не вытягивает. Китай. Китай всегда действует не через политику, а через экономику. Но Китай попал в интересную ловушку. С одной стороны, ему нужно реализовывать свой мегапроект «Один пояс, один путь», который, как представляется Си Цзиньпиню и его окружению, может дать свет к тому самому спасительному выходу.
из экономического кризиса и из концептуального. Чего мы хотим-то вообще? Ведь когда Си Цзиньпинь шел на 3-й срок, он обещал своему окружению, но, как в той известной приговорке, давайте сломаем Сусанину ногу, не надо, ребята, я знаю дорогу. Давайте выколем Сусанину глаз, не надо, ребята, я выведу вас. Он сказал, дайте мне, ребята, возможность, я выведу вас из этого мрака. И они согласились. Позволили ему пойти на 3-й срок, ведь он сломал известную традицию, которая была установлена Дэн Сяопином. 10 лет. Да. 10 лет находишься, да, после первого срока 5-летнего ты объявляешь преемника, чтобы там не было за спиной никаких телодвижений. Вкачали в этот проект уже более $1 триллиона. Вот что-то мы видим вообще из этого триллиона там? Нет. Говорят, в Пакистане хорошую железную дорогу построили. Да, но она не стоит $1 триллиона. Она не стоит $1 триллиона. Уже подразумевалось, что там к 2025 году какие-то составы уже будут колесить, как говорится, просторы Большого театра. Ничего этого нет. В общей сложности проект варьируется в бюджетном значении от 4 до 8 триллионов. Сейчас уже понятно, никаких 4 триллионов быть не может, потому что Китай на грани коллапса. Его долг, кстати, о котором так любит Путин говорить в отношении американского государственного долга, превышает американский государственный долг. Да, но американцы должны самим себе свои деньги. Вот именно. Вот именно. И они могут позволить, кстати говоря, переход Трампа. Помнишь поездку в Америку, фильм что был? У него, говорит, есть свои деньги. Ты, говорит, да, говорит, нет, говорит, ты не понимаешь, свои деньги, и показывает купюру с изображением этого принца. Свои, говорит, деньги у него есть. Свои печатают, да. Так что Китай, даже если он, например, выступает политически против этого союза туранского, ну, потому что исторически тюрки... Китайцы боятся. Да, им деваться некуда. Им нужно, чтобы было единое пространство, через которое они могут проложить этот свой проект «Один пояс, один путь». Потому что в этом случае им легче будет договориться. Да, не нужно будет 1000 согласований, не нужно будет договариваться с одним, а на него надавят американцы, там, ну, я там условно какую-то страну беру, чтобы никого не обидеть тут. И все это летит в тартарары. А здесь они договариваются как бы вот с туранским, как это сказать, не руководством, но носителями этого проекта, этой идеи, и пытаются все-таки выйти на финишную прямую. Американцы ведь тоже не дремлют. Американцы тоже не дремлют, они делают все, чтобы этого не состоялось. Кстати говоря, очень интересные такие были факты, что когда началась война в Сирии, 11-12 годы, Китай понял, что ему там ничего не светит, и он пытался туда залезть как-то. Подбивал клини к Асаду, но понял, что Асад уже битая фигура, а потом, вследствие того, что у них никогда не было такого, по крайней мере, вот в такие последние столетия опыта таких вот сложных композиций геополитических, он просто Китай отступил. Уступив место России, Ирану и Соединенным Штатам. Так что здесь очень важно понимать, что проект Туран играет колоссальную роль. Он включен в очень сложную динамику взаимоотношений Китая, России, Соединенных Штатов, Европы, исламского мира, Индии в конечном итоге, да, то есть здесь же еще индийский вопрос. Индия сейчас тоже выходит как бы из вот этих своих черных вод, пытается перешагнуть. Соответственно, очень важно, как эта политическая суперинституция будет себя позиционировать. Потому что вызовов очень много, и нужно в кратчайшие сроки сделать буквально неописуемое. Скорее всего, туда будет включен так или иначе
и Кавказ, ну, то есть не туда включен, а имеется в виду вот в проектное взаимодействие. Потому что если Туран сможет образоваться, тогда и у Кавказа есть возможность освободиться. И вот в виде там конфигурации, я не знаю, или в виде каких-то взаимодоговоренностей и соглашений стать вот таким независимым экономическим, политическим субъектом. Да? Рынки. Руслан, рынки. То есть, по большому счету, смотри, вот, ну, к слову говорю сейчас, значит, вот, пельмень. Говорю как пельмень. Татарстан стал независимым. Понятно, что главная проблема, например, независимых государств была что? Рынки сбыта для своих товаров. Россия этим пользовалась, ну вот как вот микроскопом гвозди забивали, в конечном итоге микроскоп разбился. Мы вам покажем, нам не нужны ваши помидоры, нам не нужны ваше вино, нам не нужно ваше это, нам не нужно ваше то. Мы сейчас мошку найдем в ваших мандаринах, ну и так далее. По большому счету, если будет создан прецедент, что вот прецедент общего рынка, а это очень сложно, для этого действительно нужны очень большие ресурсы, общего рынка стран Центральной Азии, и в данном случае Азербайджан, возможно, Турция. С Турцией не все так просто. Значит, то фактически тот же Татарстан, да вообще конфедерация или федерация Эдель-Урал просто вольется в этот общий рынок и все. Вообще, на самом деле, это самое перспективное образование объединенное. Потому что, как я уже много раз говорил, нету более перспективных. Вот сейчас. Потому что если туда, например, втягивается Саха, Тыва, ну, там, буряты, это же не обязательно там тюркские, да, тюркоязычные. Это те, кто как бы готов разделять эти ценности, готов отскочить, выскочить из-под Российской империи. Собственно, Идель-Урал, например, Кавказ будет являться, конечно же, стратегическим партнером, да, вплоть до Украины. У нас свое видение еще в виде распростертого радикального клуба, который там от Синьцзяня, покоренного Китаем, и до там Восточной Европы будет растягиваться. Это вообще колоссальное по потенциалу своему образование. И в экономическом смысле, и в политическом, и военно-технологическом. Потому что вот первые самые наброски, которые я видел, экономистов, они предрекали следующее. Уже потенциал этого образования – это порядка 2 триллиона долларов. Но там не учитывается кумулятивный эффект. Там он сам готов уже, высвобождая энергию, там, давать еще. Плюс ко всему динамично растущее население. Динамично растущее население – это уже порядка там 300 миллионов, под 300 миллионов. Да? И новый рынок, серьезный рынок сбыта. И возможность крупных технологических гигантов куда-то вкладываться. Из Китая уходят очень многие. Потому что в Китае нестабильность. Китай жестко регулирует отношения. В Китае средний класс настолько оборзел, что его требования в плане оплаты своего труда уже приблизился к возможностям и потенциалу Западной Европы. Уже невыгодно переносить туда производство, чтобы что? Чтобы за огромные деньги тебе впаривали же китайские товары. Смысла нет в этом, да. И поэтому у Турана, у туранского проекта в этом плане очень такие радужные, как я считаю, горизонты вырисовываются, прочерчиваются. Ну и не надо забывать, что в этом поле практически нету противоречий. То есть, минимальные противоречия существуют, но они не такие, например, как в Европе были и есть, да. Они не такие, как там в Африке условно. Но даже вот в арабском мире
как мы видим, очень много сложностей, противоречий, взаимонедоверия. Здесь нету такого. То есть те преграды, которые существуют, они легко устранимы. Плюс единое языковое поле. Мы буквально вот являемся свидетелями того, как за кратчайшие сроки Турция, например, заключила практически со всеми странами там договор о стратегическом военном партнерстве, идет взаимопроникновение образовательных программ, то есть создание единой образовательной модели. Да, сейчас приняли единый алфавит вот в том году, как известно, большое событие было. Ну и дальше наращиваются темпы вот этих вот объединительных интеграционных процессов. Потому что ведь эти все преграды были искусственные в культурном, в языковом смысле, который создавала Российская империя, потом Советский Союз, да. Ну, я много раз приводил примеры того, как вот у нас разные алфавиты, вот это еще большая проблема. Мы говорим примерно вот на одном языке, ну, там, кыпчаки, да, представители кыпчакской группы, там, кыргызы, татары, башкорты, казахи, это тюрки, ну, как бы кыпчакская подгруппа. Но алфавиты у всех разные, ты читаешь, вот тяжело понять просто. Но на слух ты вот аудиально все понимаешь и воспринимаешь. Соответственно, вот единый алфавит, и в скором времени, скорее всего, будет единая какая-то, единый глоссарий понятий, да, то есть он, конечно, в какое-то время будет сосуществовать с другими, но то, о чем говорили идеологи наши более столетия назад, 150 лет назад, о необходимости создания единого алфавита, единого языка, там Орта-Тюрки или Умум-Турки, так называемые, они вот сейчас реализовываются. Не будем забывать, что этот процесс, он может пройти достаточно быстро, за 10-15 лет, потому что информационные технологии новейшие, потому что есть возможность коммуникации и быстрого обучения, да, доступ всевозможных образовательных программ и ресурсов сейчас у каждого практически безграничен. Открываешь интернет, все, что у тебя есть, все, что ты захочешь, практически можешь использовать. Плюс ко всему обучающие вот эти вот искусственный интеллект. То есть, вот, пожалуйста, и в политическом смысле, ведь все тюрки осознают опасность, которая исходит от северного соседа, опасность, которая исходит от восточного соседа в виде Китая. То есть уже эта основа дает ту самую объединительную смазку, да, которая вот позволяет нам достаточно безболезненно объединиться. Так что на самом деле те люди, которые как бы не включены в эти студии, а в эти концепты, конструкты, они не сильно понимают, ну, как так, немножко с иронией к этому относятся. Ведь когда, наверное, говорили об объединении Европы, тоже многие не верили в это. Ну, как можно, если тут... Ну, не представляли, конечно же. Вековая вражда Франция, Германия, Британия, Франция. Ну, да вообще, как это можно было? Да нет, объединение... Да, оставим в покое, слушай, финны и греки в одном союзе. Финны и греки. В одном общем рынке. Финны и греки, ну, нет более разных народов, наверное. Трудно себе представить. Вот. А ведь это все-таки разные языковые группы. Как я уже говорил, веками воевали. Религиозные группы разные, да? Ну и там ментально разные. А здесь-то все примерно одно пространство, примерно одно. Нету видимых причин. Плюс ко всему, многие считают, что это каким-то образом должно разрушить субъектность страновую или этническую. Да нет, что в Европе оно разрушилось, что ли? Что француз перестал быть французом? Напротив, есть хорошая программа по восстановлению. Ну вот я недавно читал статью интересную, что в Европе практически не восстановили, но на путях восстановления нескольких утраченных языков. Например, такой язык мэн. Входит в содружество британских островов. Язык мэн самобытный, он исчез в 70-х годах. Но сейчас
жителей этого острова там на 25% уже владеет этим языком, он введен в школе в виде специальной программы, да, предмета, там есть радиопередачи на нем, все указатели дублированы. И оказалось, что восстановить язык не так сложно. Достаточно создать необходимую среду, ну или, как говорят у нас, махит, вот среда, питательный бульон. Он создается, и молодое поколение достаточно легко его принимает, потому что, ну, мы знаем, что дети язык воспринимают не так, как взрослые, да, они там не учат грамматику, они как бы вот его губкой впитывают. Поэтому я здесь большой оптимист и думаю, что при должном подходе, при как бы концептуализации, идеологическом, таком правильном планировании и, самое главное, наличие политической воли, в скором времени, там через лет 10, наверное, Туран станет одним из там 5 центров силы, глобальной силы. Также ведь возникали и большие тюркские политические образования, политии, ну кто там всерьез воспринимал? Какие-то кочевники, потом раз, и оказывается, что через 20 лет они там держат пол Евразии. Потому что у них как бы генетически есть принцип мобильного воспроизводства политических систем. А во-вторых, они очень восприимчивы к изменениям и к кооптации. То есть вот условно от Тихого океана до Адриатики эти люди смогли объединить и в некую единую композицию все создать. То есть не уничтожая как бы, вот, то, что завоевывалось, покорялось, а напротив, извлекая из этого необходимое. Это кочевая культура. Кочевая культура вообще сейчас пересматривается вот к номадам отношения, потому что оно было немножко ну, такое пренебрежительное. Ну, кочевники, типа, ничего они не создавали. Напротив, как сейчас говорят новые исторические школы, на них лежала важная миссия, потому что они распространяли знания, они создавали вот цивилизационный континуум, да, они не просто там брали что-то и переносили в другое место, им же надо было это освоить, переработать в собственном ключе, потом доставить и там что-то построить. Плюс ко всему это все происходило в процедуре и в диалектике постоянного движения, войн, познания очень многих культур и языков, потому что на завоеванной территории необходимо было создать некую администрацию, которая бы знала язык, менталитет, некие службы, которые занимались условным надзором, да, ну то, что называется разведкой. Для этого всего нужна была соответствующая подготовка. А так просто их же не подготовишь, должна быть методология, должны быть какие-то школы, методички, как говорят сейчас, да. Так что в этом плане есть основа очень серьезная и легко обучаемость. Ведь Советский Союз специально погружал этих людей. Ну вот относительно таджиков их, конечно, не включают, но это тоже народ Турана. То есть это не тюркоязычный, но это не имеет значения здесь. Это же образованнейшие люди были, да, своего времени. Огромное количество философов, писателей, поэтов, мыслителей. А что сделал режим Рахмона, пропутинский режим, с этими людьми? Эти люди сейчас, конечно, они не могут учиться, потому что им нужно работать, потому что их гонят на стройки. В Таджикистане работы нет. Они едут там в Россию работать на какие-то гроши. А так бы была возможность, что они бы не учились, что ли? У меня вот несколько друзей, таджиков, прекрасные интеллектуалы, пишут стихи, вот, очень глубокомысленные, древнейший этнос, да, и все это накладывается, конечно. Но многие таджики вот вынуждены заниматься этим грязным делом. И Рахмону это выгодно, и Путину это выгодно. И они сознательно вгоняют этих людей вот в архаику. А потом все говорят, вот смотрите, это вот отсталые там узбеки, таджики и так далее. Но это величайшая цивилизация, где
еще цивилизационные очаги, как говорил один наш известный ученый из КГУ. А цивилизационные очаги там были 3-4 тысячи лет назад. В Герате, в Бухаре, в Самарканде. Да? Когда на территории вот Московии вообще ничего не было, кроме москитов. Вообще ничего не было. А там уже было все, это центр был, центр мира. И говорить о том, что эти люди раз и в какой-то момент стали нецивилизованными, это мы понимаем не исторично. Нет. Это империя пришла, начала разрушать, убивать, навязывать им свою систему ценностей, да. Они же долго сопротивлялись, собственно говоря, и басмаческое движение, и остальное. А совок пришел и там же все уничтожал. Ну, строил эти школы, как они говорят, а что до этого их не было. Выкачивая из них такие ресурсы и строя им вот эти вот из кирпича силикатного домишки. Ты знаешь, когда, ну вот, эти две университетские в Казани высотки, да, гуманитарный корпус и физфак, знаешь ты. Да, конечно. И библиотека, собственно говоря, Лобачевка. Так вот, это же ужасное здание, да, летом жарень невозможно, сидеть там невозможно, а зимой холодень страшно было, я помню. Ты знаешь, вот ты сказал ужасное, и я подумал, нет, все равно я люблю наш второй корпус. Ну, это бесспорно, как говорится, своя рубашка ближе к телу, но я помню, как-то пришли зимой там, и вот где оконная, значит, вот этот пакет, там была такая щель. И туда, значит, набился снег. То есть в угол так занесло его. Вот мы зашли, там в углу снег, представляешь? Короче говоря, почему такое стало возможным? Потому что эти два проекта Лобачевской библиотеки готовился для Кубы. Страна жаркая, там всегда как бы прохладно. Там до сих пор, не знаю, сейчас как, но при мне было все, приходили в дубленках, даже летом сидели, потому что было ужасно холодно. Ты знаешь, я вот не помню, чтобы нам было очень холодно. Может быть, при нас лучше топили? Ну, может, разгоряченные были, как всегда, это Может горячие быть. финские парни, да. Значит, а дальше две высотки, они предназначались для Ташкентского университета. Но секретарь тогдашнего узбекского рискома сказал, что нет, нам не подойдет. А куда девать прекрасные якобы проекты? Их сплавили в Казань. А Казань как раз там готовилась к столетию празднования Владимира Ильича Ленина, Владимир Ильич, да. именно имени которого этот университет и был и назван. И вот, чтобы как бы не копировать эти сущности, решили Казани это дело навязать. Вот и все. Я к тому, как происходило вот это вот навязывание. Хочешь тебе, не хочешь, ну вот ты прими. И это как бы еще такие слабые формы, да, мы не берем там цивилизационные, мы не берем вещи, связанные с ценностями, с религией, с языком и со всем остальным. Куда ты ни кинешь, везде вот такая история была.